ясені, зневечені льоси, з розніклих на судах. Дикат кажи, Йожо готовий, все пройшли, не зборочили. Где ваши руки? Ой, пардон. Слава героям! Героям слава! Где ваши руки? Рад тебе, Сережа, молодец! З той боротьби повстала наша нація уже назавжди. Виталий Сергеевич. Наука, історію імени наші увійшли. Марші свободи навек застануться у серці народа. Тепер на Русь всім серцем своїм, що я Беларусь. Живе Беларусь! Живя вечно! Опа. Друзья, я вклинюсь в расписание. Это текст песни я написал в тюрьме в 21-м конце, начала 22-го года, когда меня еще судили, можно было передать что-то через адвокатов. Вот я буквально на днях узнал, что вольный хор перевел на белорусскую мову. И вот я думаю, под эту песню я буду выходить всегда, во всех городах, если вы будете только меня ждать и встречать. Живе Беларусь! Мы сёння вельмі ўсхваляваныя, вельмі радыя, што ён ўсё ж такі нарэшце з намі. І спадзяемся, што ўсе астатнія палітвязні таксама будуць вольныя. І дзякуем яму за тое, што ён пратрымаўся, што ён вытрымаў і што ён застаўся незломным. Я ўпэўнена, што ён будзе новая хваля, таму што ніхто з нас не скарыўся, ніхто не страціў гэтую веру, але проста людзі ўжо вельмі стаміліся чакаць. Таму Сергей вярнуўся для таго, каб узняць новую хвалю і каб мы прайшлі з ім да перамоги Беларусі. Борьба за свободу Беларуси продолжается. Освобождение Сергея Тихановского – это только один шаг. Я желаю его самого лучшего, но за решетками 1300, а может быть и больше. Поэтому не забудь про это все, это очень важно. Не оттолкнуть на третье, на четвертое место – это особенно важно. И, конечно, не надо поддаваться никаким ненужным компромиссам. Я не знаю, с чем тут были связаны вот эти визиты в Минск, но если это пойдет на куплю-продажу, если это пройдет на торговлю людьми, мы знаем, что режим Лукашенко одних выпускает, других берут. И зная это, мы не должны поддаваться таким, ну, я бы сказал бы, иллюзиям, что что-то изменяется. Он не изменится уже. Только, значит, изменив режим, можно надеяться на какое-то более ясное европейское будущее Беларуси, и об этом мы, наверное, будем говорить. Это, я бы сказал, каждодневная работа, каждодневная забота всех, которые понимают дело, поэтому я здесь. Лукашенко выпустил одного из главных своих оппонентов. Ваше мнение, что так, почему его так подтолкнуло? Он игрок, он умеет играть, он умеет создавать определенные ситуации. Это, наверное, было связано с визитом Келлога, как бы показать свое более такое гуманитарное лицо, но это только, знаете, прикрытие. Он знает, что выпустив и не впуская Сергея Тихановского в Беларусь, он бы, как его отталкивает от Беларуси. Каналы сообщения перекрыты, очень трудно иметь контакт с людьми. Но это, я думаю, что это его игра нацелена на какие-то цели, которые он только сам знает. Много говорят об либо отмене, либо приостановке санкций, в частности европейских. Звучит вот именно транзит белорусского бакалия через Литву. Насколько вероятно, что литовские власти пойдут на такой шаг? Я лично не вижу никаких причин этому. Три условия должны быть выполнены. Первое, что Беларусь, то есть режим Лукашенко отказался бы от любых планов войны против Украины, в том числе имея присутствие российских военных на территории Беларуси.
Второе – это, конечно, освобождение всех политзаключенных, всех, безусловно, всех. И третье, я бы сказал для Литвы, это, конечно, отказ от попыток использовать миграционные натиски, это, как знаем, нелегальная миграция, да, тогда можно о чем-то говорить. Теперь, делая такие маленькие шаги и думая, что что-то изменится, и пустить Кали, я сам стану на дорогу и не пропущу поезд. Все запутано. Придется распутывать здесь. У вас за 5 лет столько всего произошло, что я даже еще и не начал распутываться. Нет, это точно не выключится здесь. Провода надежней. Друзья, я, вы знаете, умею, люблю говорить без бумажки. Мне не нужны бумажки, потому что все, что я хочу сказать, все это находится вот здесь, у меня и у каждого белоруса. Поддержите меня своими аплодисментами, я попробую еще прочитать несколько... Я попробую прочитать еще несколько стихотворений, которые я писал в изоляторе прямо, потому что там нету ни бумаги, ни ручки, приходится придумывать, рифмовать и сразу запоминать. И вот на каждое такое стихотворение примерно уходило 1,5 часа. В тюрьме, лишен всего, но не сдаюсь. Я знаю правду, вечно будут жить свобода, братство, наша Беларусь. Настанет день, я буду говорить. Часы идут, уже грядет тот день, когда на волю станут выходить наши герои, кто не жил как тень. Настанет день, и я буду говорить. И если надо мучеником стать, я стану, ведь судьбу не изменить. Своим страданием буду обличать. Настанет день, я буду говорить. Вся ложь и грязь, все сшитые дела в основу лягут палачей суда. Живе Беларусь! Ну, мне важно падтрымаць Сергея. Вельмі адчувальна ён даваў інтэрв'ю. Мне вельмі спадабалася, я адгукнулася ў маім сэрцы, таму што я таксама быў за кратамі, але не 5 гадоў, канешне. Вось менавіта такія выступы гэта вельмі важна. І менавіта гэта так патрэбна паказваць. Не трэба чакаць нічога там, каб ён набраў моцы, нешта такое, як былі некія выпады ў яго бок у тэлеграме. Вось, і таму я прыйшоў тут падтрымаць яго, но і таксама набрацца моцы ад яго. Вітаю ўсіх. У першую чаргу я хочу павіншаваць Сергея Тихановского с выходом на свободу. Никто не обнимал 5 лет. 5 лет никто не обнимал меня. Вельмі рада. Таксама я хочу павіншаваць с выходом з палону астатніх палітзняволеных. Очень волнительные эмоции. Честно говоря, часто и слезы на глазах выступают, глядя на все. Вот. Очень, конечно, страшно, жалко, что так происходит, что столько народа оказывается вот за границей в такой ситуации. Для очень многих сложной. Но ничего, мы как-то поднимаемся потихоньку, пытаемся выкарабкиваться. Я думаю, что впереди нас ждет только лучше. Но знаете, когда вот появляются такие люди, какая-то появляется волна надежды, что ли, что а вдруг что-то действительно переменится, и мы пытаемся за этим всем идти. Ой, ось жонка тільки казала недавно, що відчуваю, нібито 20-й год вернувся. Знов Сергій на волі. Ну, подається, він вселяє у людей надію, що буде все добре, що все отримається. Тому що, ну, шмат хто згубив вже це відчування, що мы можем что-то сделать. Светлана настаивает, чтобы я все-таки между интервью попадал к врачу. Здоровье плохо, еще вес почему-то падает, уже меньше 77 килограмм сегодня взвешивался, наверное, 66, 76 уже, наверное, килограмм. Ведь почему-то падает, непонятно, не знаю почему. Но меня уже начали обследовать, есть, обнаружили разные проблемы. Вот. Ну, еще пока только, наверное, 20% каких-то обследований сделали, еще анализов нет. Если с моим здоровьем что-то случится, если я умру, вот я вам сразу всем говорю, значит, они меня там чем-то обкололи, думали, я приеду, здесь начнется какой-то раздрай, пока я тут буду, что-то случится. Вот, ну, я просто говорю, как может быть, что могло сделать КГБ, потому что это бесчестные, бессовестные люди, абсолютно. Я рад, что человек на свободе, наконец-то, к сожалению, так не повезло с Алексеем Навальным. Вот, поэтому хотя бы, скажем так, у людей Беларуси, да, есть такой хороший повод порадоваться.
Бачиться некое сходство Навальный и Тихановский? Ну, да, на мой взгляд, да, очень похожие кейсы, только в одном случае все очень грустно закончилось. На самом деле радость за то, что начали наконец-то выпускать людей, тем более таких значимых персон. То есть, ну, все, что делается нами здесь, это не зря. Появился снова какой-то смысл, какая-то определенная цель, какое-то движение. Одно, то, что всех объединяет. Сергей как лидер, не знаю. Света как лидер, да. То есть тут, ну, поймите тоже, Сергей, он только-только освободился. Он 5 лет отсутствовал в этой жизни, и очень-очень много чего поменялось, очень много изменилось. Верь, может, вера, может. Он был натхненный и молодый, их не залечено было. И он на площади Новгороды с песней, что близко сросло. И запаливали свечки ему, плыл над площадью дым. И он спевал зруйнуем турму, яны спевали за им. Вместе! Раз муры, турмы, муры, бранишь свободы, то вяры. Муркутка рухне, 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 и поховает свет старый. Раз муры, турмы, муры, бранишь свободы, то вяры. Муркутка рухне, 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 и поховает свет старый. По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Отряды, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Зробите ж сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прощитесь, сябры, мы добра идем, имкнемся до счастья своего. І мара народу в країні життя, просто як добре було. Раз мури, турми, мури, прагнеш свободи, то вяри. А муркутка рухне, 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 і поховає світ старий. Раз мури, турми, мури, прагнеш свободи, то вяри. А муркутка рухне,